Здравствуйте. У нас в гостях Джошуа Бейкер, официальный представитель Госдепа США для русскоязычной аудитории. Здравствуйте, господин Бейкер. Здравствуйте. Мой первый вопрос. На ваш взгляд, почему именно Госдепартамент организовал сегодняшний саммит министров иностранных дел центральноазиатских стран? Что означает формат 5+1? И как вы думаете, будет ли он иметь продолжение как новая форма взаимодействия между США и центральноазиатскими республиками? Сначала спасибо огромное за эти очень хорошие вопросы. Как вы уже заметили, это не только для Соединенных Штатов Америки, но мы просто считаем, что для региона исторический момент. Это не первая встреча, это вторая встреча на уровне министров. В прошлом году в ноябре госсекретарь Джон Керри посетил все 5 центральноазиатских государств. Это продолжение того момента. И, как вы спросили, если будет продолжение именно этого формата в будущем, мы просто надеемся, что да. Не только США считают, что это очень важная и хорошая возможность для обсуждения всех вопросов для региона, и тоже для наших двусторонних и тоже многосторонних отношений. Это очень важный момент для региональной интеграции. Вот почему именно эта встреча будет в Вашингтоне сегодня. Во время этой встречи, конечно, будет большой акцент на соединение, как я уже сказал, интеграции этих 5 государств, именно для углубления отношений со США и тоже с другими государствами в этом регионе. Каких итогов вы ждете от этой встречи? Мы просто надеемся, что мы ожидаем на самом деле заявление о 5 новых проектов в 3 сферах. Первая сфера, конечно, будет углубление именно экономических связей, экономических отношений. Потом будет сообщение о новом проекте о изменении климата, потому что мы считаем, что эти 5 государств играют очень большую роль именно в защите окружающей среды и тоже в изменении климата. И последняя сфера, это тоже очень важно, конечно, это безопасность и контртерроризм. Мы считаем, что Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан могут, они играют сейчас, но могут играть даже большую роль именно в борьбе против международного терроризма и против ИГИЛа. Господин Бейкер, существует мнение, что США теряет свое влияние в Центральноазиатском регионе. Я говорю о бывших советских республиках. Если это так, что собираются делать Соединенные Штаты, чтобы вернуться туда? Сначала я думаю, что это мнение, конечно, не существует в США. Мы не считаем, что теряем влияние, и даже это не игра нулевой суммы на самом деле. Я думаю, что в этом году мы, конечно, отмечаем 25 лет независимости этих 5 государств. Поздравляем все эти 5 государств. И почему госсекретарь Джон Керри посетил Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан в прошлом году. Я думаю, что вы, наверное, имеете в виду насчет военных баз, или если там есть какое-то соревнование между, может быть, Российской Федерацией, США, или влияние, китайское влияние в регионе. США считают, что на самом деле каждое государство должно иметь хорошие отношения со всеми своими всеми своими соседами. И тоже США. Там есть очень большое пространство для углубления и улучшения отношений. И почему то, что мы хотим делать. Еще раз я повторяю, что акцент будет именно на соединение и региональной интеграции, потому что это не будет, конечно, возможность для обсуждения двусторонних отношений между США и Туркменистаном, США и Казахстаном, например. Но на самом деле все 5 государств сегодня в Вашингтоне для обсуждения региональных вопросов и региональной интеграции.
Как относится правительство Соединенных Штатов к возрастающей исламизации этого прежде советского региона? Даже в таких республиках, как не очень религиозных республиках, как Казахстан и Кыргызстан, сейчас все чаще происходят теракты или атаки сторонников радикального ислама. Что намерена делать Америка с этой серьезной проблемой? Сначала вот США, конечно, уважают вот свободу вот религии, но так называемая вот исламизация, это существует не только в этих 5 государствах. Я очень много времени, конечно, был в арабском мире, хорошо знаю вот в Ираке, в Ливии, в Сирии, хорошо знаю вот терроризм. США, конечно, сейчас работают и будут работать вот с этими государствами. Это, конечно, будет один из больших вопросов во время вот этой встречи. Мы понимаем, что большинство вот населения, конечно, исламской веры, но на самом деле мы хотим работать с этими государствами именно против терроризма. Но мы тоже разделяем между религией и терроризмом, потому что, как президент Обама сказал, очень много, мы в борьбе именно с террористами, не с какой-то верой, ни с исламом, ни с другой верой. На самом деле есть определенные вот методы для контртеррористических операций. Мы хотим, конечно, углубить вот эти отношения, но все-таки мы тоже хотим, чтобы вот там было вот достаточно свобода религии в этом регионе. Вам наверняка известно, что в бывших советских центральноазиатских республиках доминирует российская пропаганда. Это телеканалы, это интернет-СМИ, и одна из основных тем их антиамериканизм. Беспокоит ли это США? Нас беспокоит, потому что на самом деле мы не считаем, что там есть достаточно доступ вот, информации. Это не то, что США считают, что вот наши СМИ должны доминировать. Мы не хотим, чтобы там было вот только американские СМИ. На самом деле мы хотим, чтобы вот казахстанский народ, туркменский народ, узбекский народ, киргизский народ, таджикский народ, там был вот свободный доступ вот, информации. И если там человек хочет читать вот независимую газету или смотрит вот НТВ, пожалуйста. Но на самом деле российские СМИ не должны доминировать вот эти каналы, вот эти населения. Вот почему, я думаю, что вы тоже вот используете правильное слово. Мы считаем, что это пропаганда. Мы не считаем, что это свободная информация. Мы считаем, что на самом деле российское государство контролирует вот свои СМИ. И мы просто, когда вот одно государство, как это было вот во время вот холодной войны, мы просто не считаем, что народ получает вот правильную информацию. Вот почему именно вот этот вопрос будет подниматься во время вот этой встречи в Вашингтоне сегодня. Госсекретарь Джон Керри говорит очень открыто об этом, что мы бы хотели, чтобы вот там было вот побольше internet freedom, свобода информации, свобода вот интернета. И вы сами знаете, что, конечно, это зависит от государства. Там, наверное, вот доступ вот более открыт в Казахстане, чем, например, в Туркменистане. И эти вопросы поднимаются именно на двустороннем вот уровне и тоже вот на региональном уровне. Вы же понимаете, что России легче присутствовать в этих республиках, потому что большое количество населения говорит и понимает именно по-русски. Сложно представить, что появляются какие-то американские передачи на английском языке. Это не то, что мы хотим, чтобы там были вот американские передачи или американские каналы, но мы бы хотели, чтобы там был свободный доступ вот к интернету. У нас тоже существует очень много информации вот на русском языке, которая не происходит от российского государства. Есть Радио Свобода, Голос Америки, там Deutsche Welle по-русски, Euronews по-русски, очень много информации по-русски. И тоже есть очень
очень эффективно вот независимые СМИ на русском языке от Риги, Медуза, бывшая лента.ру, там очень хорошие ребята сейчас работают вот не в Москве, вот не под контролем в Кремле. Вот почему мы говорим очень много вот о свободе слова и тоже о свободном доступе к интернету. Ну, вам известно, что местные власти, они блокируют многие это тоже интернет-порталы, и все меньше и меньше остается именно независимых СМИ. Угу. И нам очень известно, и это... Этот вопрос будет обсуждаться? Будет обсуждаться, это, конечно, вызов. Как основная тема? Да. Это будет, можно сказать, основная тема, но, как я уже сказал, этот уровень доступа, это, конечно, там есть другие проблемы, другие вызовы в каждой стране. Например, я бы сказал, что нельзя сравнивать вот уровень свободы слова, может быть, в Казахстане вот с тем, что происходит в Туркменистане или Узбекистане. Вот почему именно на этой встрече, вот региональная встреча, вот почему в основном, конечно, будет обсуждаться вот вопросы безопасности, вопросы вот изменения климата и тоже экономические региональные вот вопросы. Лидеры и режимы стран Центральной Азии, за исключением, может быть, Кыргызстана, являются, мягко говоря, авторитарными. Это мнение правозащитных организаций, таких как Freedom House, Amnesty International, и сам Госдепартамент периодически представляет подобные отчеты. Как вы считаете, господин Бейкер, можно ли найти баланс между геополитическими интересами и проблемой массовых нарушений прав человека в этом регионе? Я считаю, что да, вы используете правильное слово. Это баланс. Как вы заметили, там есть разные государства, есть разные системы в этих 5 государствах. Но вот почему именно я считаю, что эта встреча вот очень важная. Потому что, конечно, двусторонние отношения между США и индивидуальными странами вот это продолжается. Это на уровне посольства, тоже на уровне, может быть, заместителя госсекретаря. Но именно вот на уровне министров будет обсуждаться вот эти 3 вот ключевых вопроса. Экономические отношения, изменение климата и безопасности, и обеспечение, конечно, контртеррористических методов. Я думаю, что когда вот мы остаемся именно на том уровне, мы можем найти общий язык. Есть другие вызовы, которые вот будут обсуждаться и подниматься, может быть, во время вот Генеральной Ассамблеи в ООН в следующем месяце. Это, конечно, на двухстороннем уровне. Свобода слова очень важная, прав человека очень важная, нарушение прав человека очень, очень важное тоже. Эти вопросы, мы понимаем, что они важны для американского государства, они очень важны для американского народа и тоже для народа вот того региона. Но именно во время вот разговора между госсекретарем вот Керри и министрами иностранных дел этих 5 государств, толк и акцент будет на экономической торговле, соединение, новый шелковый путь, именно вот на эти вопросы. Собирается ли американское правительство участвовать в каких-либо масштабных экономических проектах, чтобы решить проблемы стран Центральноазиатского региона? Я не говорю о нефти или газе, я говорю об инфраструктурных проектах. Да, и мы просто ожидаем вот заявление вот о 5 новых проектах. Новый проект будет в снабжении вот энергии, тоже будет встреча во время вот саммита с американскими компаниями. Я думаю, что будет отдельное заявление о новых возможностях именно для инвестиций вот со стороны вот американских компаний. Будет заявление вот об вклад вот эти 5 государств именно в
договору об изменении климата. Но подробности, я думаю, что мы будем знать только после вот этого саммита. Господин Бейкер, я задала вам все вопросы, которые хотела задать. Есть ли что-то, что вы еще хотели бы сами добавить от себя по встрече сегодняшней? Ну, спасибо за эту возможность. На самом деле, я думаю, что обязательно надо пользоваться этой встречей с вами, вот, с вашими зрителями, чтобы сказать, что тоже есть другой очень важный момент. Это культурный аспект вот этой встречи. К сожалению, не было во время вот Советского Союза очень большая возможность для американских туристов, для американских студентов, американских, может быть, ученых посетить вот регион и учиться и поехать в Центральную Азию. Вот почему я просто надеюсь, что вот эта встреча будет показывать, что это замечательный регион. Все 5 государств, все 5 страны обеспечивают вот уникальную возможность, другие возможности для культурного обмена, для развития, конечно, отношений вот на уровне вот именно американского народа и киргизского, туркменского, таджикского, казахстанского и узбекского. Мы, конечно, хотим знать больше об этом регионе. И я думаю, что когда вот наши лидеры, в том числе вот президент Обама и госсекретарь Керри, когда они интересуются именно в странах Центральной Азии, я думаю, что общий американский народ, конечно, больше интересуется. Я сам жил в Туркмении, в Ашхабаде вот почти 3 года. Хочу очень вернуться туда, и хочу видеть. Завтра я буду в Бишкеке. И я просто хочу, что я обожаю вот этот регион. Хочу узнать побольше об этом регионе. И просто надеюсь, что вот отношения именно между народами будет развиваться очень быстро и глубже. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Джошуа Бейкер, официальный представитель Госдепартамента США для русскоязычной аудитории.